Андрей Сандоминович, добрый день. День добрый. Здравствуй, В Максим. Москве открылся координационный центр для помощи военнослужащим из Якутии. Расскажите о главных задачах, которые он должен решать. Ну, это, я полагаю, что уже веление времени, поскольку ту работу, которую проводит республика, ее граждане в деле оказания всевозможного содействия успеху наших военных в рамках специальной военной операции, работу, которую наши люди проводят для поддержки жителей уже новых наших территорий, новых субъектов Российской Федерации, восстановлению ее инфраструктуры и вообще созданию настоящей современной мирной жизни. В республике такой работы проводится очень много. Очень многие общественные организации, не говоря уже о государственных органах, там, законодательных наших органов, все проводят активную работу. Это говорит просто о том, что в республике действительно очень близко к сердцу приняли все, что и принимали раньше, на самом деле, все, что происходит на Донбассе, вокруг него, и поддержали наши якутяне те решения, которые принял президент страны. И вот такое количество гуманитарных акций, такое количество созданных инициативных групп и так далее, на сегодняшний день потребовало некой координации. Это не значит, что как-то будут изменены или отменены какие-то инициативы. Конечно, нет. Это делается только для того, чтобы, наоборот, быть более организованным, и чтобы эта работа, которая широко проводится у нас в республике, она была более эффективной, более понятной, более имеющей лучшие длительные последствия позитивные. Распоряжение называется так: о создании единого координационного центра по всесторонней поддержке военнослужащих и их семей, участию в восстановлении инфраструктуры новых субъектов Российской Федерации и оказанию гуманитарной помощи ее населению. То есть фактически это все то, что мы делали до сегодняшнего дня. Задача перед единым координационным центром поставлена, чтобы работа была более организованная, более эффективная. И самое главное, чтобы мы не забыли никого, ни одного нашего военнослужащего, чтобы мы чутко реагировали на действительные потребности людей, которые проживают там, на новых территориях нашей страны, и те, которые вынуждены пока приехать в Россию, в том числе в республику к нам. Вот. Ну и, конечно, у нас будет продолжаться работа по оказанию содействия Донецкой Народной Республике в восстановлению жизненно необходимой инфраструктуры, которая, к сожалению, в связи с военными действиями достаточно сильно повреждена. Если я правильно понимаю, то это курирование гуманитарных миссий различных. В гуманитарные миссии входит не только оказание, доставка гуманитарной помощи, это и поездки наших деятелей культуры, это и различные гуманитарные проекты. Вот, например, мы пригласили донецких школьников участвовать во всероссийском проекте, который инициировала наша республика «Смотри, это Россия». Мы договорились о взаимодействии в области поисковой работы, патриотической работы и много других гуманитарных миссий. Ну, уже вот сегодня, например, вот в эти дни буквально работает у нас группа наших медиков, врачей, которые прибыли в город Кировское под руководством Ивана Петровича Луцкана для того, чтобы оказать содействие там местным врачам в диспансеризации населения по разным направлениям. Ну, например, то, что много лет назад было поставлено оборудование офтальмологическое, такой специальный аппарат, достаточно сложный. Он до сих пор не в эксплуатации, только потому, что нет специалистов соответствующих ни в Кировском, ни в соседних городах Донбасса. И вот задача это этот аппарат в эксплуатацию внедрить и научить местных специалистов им пользоваться.
вообще с врачами очень большая проблема. И я думаю, что такие акции будут и дальше продолжаться. Ну, например, мы поставили оборудование нашей кинокомпании якутской. Об этом много писали в нашей прессе. Это очень, конечно, нужное на сегодняшний день оборудование, потому что оно дает очень высокое качество и оно очень хорошее по цене. Оно установлено уже в Доме культуры Кировского. На это обратили внимание правительство Донбасса. И сегодня вот Арсений Сергеевич предложил, значит, Пушилину Денису Владимировичу тиражировать этот опыт на другие города, потому что кинотеатр, конечно, тоже очень-очень в древнем состоянии там. Но я хочу сказать, что сегодняшняя инфраструктура Донбасса, по крайней мере, то, что я видел своими глазами, это последствия не только 8-летней войны, это последствия вообще 30-летней так называемой самостоятельности Украины, потому что никаких капитальных проектов в области жилья, ЖКХ, дорог, ну и прочего, школ, больниц и так далее не проводилось. Ну, например, оборудование в городской больнице города Кировского, оно примерно там 80-х, 70-х годов еще при Советском Союзе поставлено. Это говорит о том, что на самом деле власти Украины все эти десятилетия не занимались вообще, значит, вот, поддержанием и соответствующим развитием социальной инфраструктуры. И сегодня куда ни копни, везде ржавые трубы. Ну, например, в городе Кировском, когда мы туда приехали в начале этого лета, значит, нам сразу сказали первую проблему: у нас нет освещения в городе. И на самом деле, вы знаете, отдельные фонари. На 25-тысячный город горели отдельные фонари. Сегодня больше половины улиц освещена нами. И это, вы знаете, очень сильно подняло настроение горожан. Якутия взяла шефство над городом Кировское. Уже несколько месяцев там работают наши специалисты из ГУП ЖКХ Якутии. И какой объем работы был выполнен за это время? За это время было сделано много достаточно. Я уже сказал про дороги и освещение. Мы занимались подготовкой к осенне-зимнему периоду этого года, этой зимы, значит, жилищного фонда. Мы фактически закончили, ну, один дом полностью закончили, который был поврежден при обстреле. Второй дом заканчиваем к 1 ноября. Мы провели тоже ремонт отопления в Доме культуры, который был без отопления все эти годы. Вот. Внешние теплосети были заменены, несколько участков, самых аварийных участков внешних теплосетей. Ну и самое главное, я думаю, что с точки зрения обеспечения теплом, мы закончили фактически реализацию проекта использования шахтной воды для отопительной системы города. Вы знаете, на Донбассе, сейчас это всем известно, очень большая проблема с водой. Она была и раньше, в мирное время, но сейчас она особенно обострилась. В городе подается вода только там по 3-4 часа в сутки. Конечно, это очень тяжело, многие годы так. И наши инженеры из ГУП ЖКХ, я хочу им, пользуясь случаем, выразить большую благодарность за их работу вообще во главе с генеральным директором ГУП ЖКХ Чикачевым Виталием Семеновичем, вся его команда. Местный инженер один из шахты рассказал нам, что был такой проект еще в советское время, использовать шахтные воды, которые выкачиваются из шахты, значит, и находятся в таких специальных искусственных прудах, чтобы эту воду очищать и использовать, ну, по крайней мере, как техническую для теплосетей. Это предложение нашим инженерам показалось интересным. Мы его поддержали, рассказали об этом правительству ДНР, они тоже приняли это очень активно. И, значит, проект такой был осуществлен. Вот сейчас буквально, наверное, в эти дни заканчивается монтаж последних, значит,
последнего оборудования. И это решает вопрос водообеспечения тепловых сетей. Надеемся, что это поможет стабильно пройти осенне-зимний период. Если этот эксперимент этой зимой окажется успешным, то в следующем году мы его продолжим, может быть, даже доведем его до уровня питьевой воды, потому что современные технологии очистки воды позволяют это сделать. Андрей Сандомирович, вот у меня такой вопрос. Вы общались с местными жителями. Какие у них настроения? Прошел референдум не так давно. Вот можете рассказать вот из первых уст, что там люди чувствуют? Главный вопрос, который нам задавали тогда, когда мы только заехали туда, навсегда ли мы туда пришли вообще. Да. Конечно, я считаю решение президента о том, чтобы рекомендовать регионам нашей страны направить туда своих представителей и помочь привести в порядок необходимую для жизни инфраструктуру, это, наверное, не менее важное и эффективное решение, которое было принято в том числе и по СВО, да, по военной операции. Потому что тогда, когда мы приехали, на нас очень внимательно смотрели, чем мы будем заниматься. Приедем, уедем, немножко покрасим забор и на этом закончим. Разное было ожидание. Но тогда, когда они увидели, что посланцы регионов нашей страны всерьез взялись за подготовку, значит, к осенне-зимнему периоду, пошли ремонты школ, детских садов, жилищного фонда, дорог, теплосетей, котельных и так далее, но это никакой пропаганды. Это самый главный аргумент, что Россия сюда пришла навсегда, надолго и по-серьезному. И надо сказать, что вот результаты референдума, который проходил в очень тяжелых условиях. Зная об этом референдуме, украинские нацисты, они же не имеют никаких моральных ограничений. Они стали бомбить города. Именно те точки, где должны были голосовать люди. И именно поэтому было принято решение, значит, проводить его несколько дней путем обхода жилья, там, где люди живут, работают. И это сработало. То, что люди голосовали, мы видели сами, как они голосовали. Несмотря ни на что, каждый день были очень тревожные сводки. Резко выросло количество погибших и раненых мирных жителей. Но несмотря на это, мы все равно видели, что люди выходили, даже в очереди стояли, несмотря на то, что рядом стреляло, бабахало, свистело. Мне кажется, вот то, что в городе Кировском, там, по-моему, 99 с лишним процентов проголосовало «за», и причем приходили, искали, где голосовать, где вот у нас спрашивали, а где эти комиссии ходят, не видели их. То есть они искали сами и хотели проголосовать. Если еще вот про единый центр, можно ли сегодня обратиться в единый центр уже и с какими вопросами, и как это сделать? Конечно, можно. Для этого он и создан. Можно позвонить по любому телефону Поспредства, значит, и приходить в Поспредство, писать. У нас на сайте все написано и электронным способом, и в наши социальные группы. Мы на каждый вопрос будем отвечать. Как определил наш Элдархан Асен Сергеевич Николаев, задачу на текущий момент для Поспредства — это главная наша работа сегодня, и мы ее будем выполнять всеми силами и средствами. Все сотрудники Поспредства сегодня вовлечены в работу этого центра, поэтому можно дозвониться до любого, по любому вопросу. Более того, именно так и надо делать. Не надо никуда больше обращаться, звоните сюда, мы найдем способ ответить, разъяснить, помочь и так далее. Таких обращений становится день ото дня все больше. Я думаю, что мы вместе с вами справимся со всеми задачами. Спасибо большое. Да, и вам спасибо.